На минувшей неделе Уфа принимала международный форум «Россия. Спортивная держава». В рамках этого мероприятия открылись сразу несколько объектов, в том числе Центр фехтования. Здравствуйте. Именно об этом поговорим сегодня в программе «Интервью». Конечно же, я представляю Лиру Римовну Грушину, директора спортшколы по фехтованию, заслуженного тренера России. Лира Римовна, здравствуйте. Добрый день, Роза. Вы один из главных героев минувшего мероприятия, потому что... Во-первых, открылся центр фехтования. Но давайте не будем лукавить. Это долгожданный центр. Ждали его десятилетиями. И вот он открылся. Эмоции остались еще? Чуточку есть. Конечно, было радостное событие для всей фехтовальной нашей семьи, республики. Да и не только. В эти дни же проводилось международное соревнование у нас. Были ребята из Узбекистана, ребята из Беларуси и сильнейшие спортсмены Российской Федерации из 10 регионов. Поэтому все посмотрели центр. Такого центра аналога в России нет. В общем-то, мы разговаривали и с президентом Федерации фехтования России, с Ильгаром Ишаровичем Мамедовым. И долго вспоминали, какие центры в мире вообще есть фехтовальные. И так и ничего на ум нам не пришло. Поэтому мне кажется, что даже, наверное, не лукавство будет это, когда мы произнесем с вами, что это один из сильнейших центров фехтовальных в мире. Почему так можно сказать? Потому что речь идет, конечно же, естественно, о встроенных дорожках. То есть, когда проводятся какие-то этапы Кубка мира, чемпионата мира, берутся арены большие, футбольные, баскетбольные, там, ну, понимаете, да, большие арены. И туда, в этой арене, накладывают дорожки, сборные конструкции и собирают их. А у нас с вами встроенные дорожки. Если мы говорим про соревнования, то у нас есть 10 встроенных дорожек в специализированном зале и 3 встроенные дорожки в фехтовальном зале для индивидуальных занятий. То есть 13 дорожек у нас уже встроенных лежит там. Я не говорю про тренировочные, еще внизу 6 штук, это для тренировочного процесса, допустим. Плюс накладные дорожки в универсальном зале. Это 8 дорожек накладных, плюс 1 помост центральный. Поэтому такого количества дорожек, чтобы было специализированные фехтовальное? Нет, мы так и не вспомнили. Но фехтование – это же еще и технически непростой вид спорта. Да? Здесь должно быть все урегулировано, потому что все уколы фиксируются и так далее. Вот расскажите в этом плане. Вот сейчас встроенные дорожки, вы, конечно, меня удивили тем, что они у нас есть, и нигде больше, не то что в России, в мире-то по пальцам перечесть. Вот. А если говорить именно о других технических моментах, которые есть в фехтовании, удалось их урегулировать, встроить, устроить? Помимо встроенных дорожек, у нас с вами есть встроенные 220 вольт и плюс слаботочка, то есть это у нас подводящие шнуры, которые идут от аппаратов к катушкам, куда ребята присоединяются, и через свой шнур, значит, рапира или шпага, или сабля при утыкании или наложении на электрофиксируемую ткань, либо у шпажистов просто в костюм загорается сигнал. Если на соревнованиях у нас будет выставляться аппарат дополнительный, то, допустим, на тренировках у нас 2 табло. Основной аппарат перед лицом моим, допустим, да, и сзади меня повторитель. То есть мы с вами, если будем фехтовать, то оба будут видеть фиксацию уколов. То есть встроенный туда аппарат. Аппараты ставить не надо на тренировке. То есть ничего не надо носить. Катушки лежат уже в зале. То есть если мы раньше приносили, разбирали, подводящие провода разматывали, аппараты ставили, то сейчас этого ничего не надо будет делать. И плюс у нас еще интернет есть. По Wi-Fi можно запускать все это. И даже есть видеоповтор во время тренировки, можно использовать тоже. Видеоповтор, чтобы использовать. Такой, конечно, вот в центре Мамедова у них это есть. Но у них встроенные дорожки немножко другие. Они тренировочные, они узкие. Соревновательных встроенных дорожек там тоже нет. Там накладные у них во время соревнований собираются дорожки. То есть мы фактически уже можем принимать соревнования? Да, и самого высокого уровня. Вот что значит самого высокого уровня? Ну, опять вернемся к разговору с Ильгаром Ишаровичем Мамедовым. Мы даже планируем, как только войдем в реестр, как только мы проведем чемпионат России, и дай бог, возможно, да, начнут нас, спортсменов России, воспринимать и с флагом, и с гимном. Наверное, этого мы будем добиваться все вместе уже, все виды спорта. Потихонечку, помаленечку, как-то по очереди, не знаю, как это будет. И Ильгар Мамедов сказал, что
Я сюда планирую этап Кубка мира по рапире, по взрослым. Лира Римовна, это же была мечта еще год назад неосуществимая. Ну да. Растем потихонечку, да, потихоньку. Ну вот как тестовое такое мероприятие, крупное. Сейчас у нас, мы планируем в декабре детское первенство России. Почему крупное? Я имею в виду не сам формат крупный, в смысле возраста небольшие ребята, но там очень большое количество детей, участников. От 200 до 300 в каждом виде оружия. Поэтому это такое вот количество детей. Все-таки надо как-то это переработать, посмотреть, как будет в работе все это на самом деле. И в апреле уже чемпионат России. Там чуть поменьше, но ранг, конечно, соревнований достойный. Это единственный самый высокий старт у нас на территории России. Будут ли ребята тренироваться там? Вот ну, понятно, что, наверное, не со всего города, но сборная республики-то уж точно. Мы планируем сборной республики старшей возрастной категории обязательно туда. Все вместе, чтобы тренировались. Это для спарринга хорошо. Вот. Ну, естественно, те тренеры, которые туда придут, им не только взрослых, но придется своих еще и других детей подтянуть. Потому что сложно будет тренеру выезжать с одной тренировки на другую, в другую часть города. Между тренировками там всего 15 минут. Вот. И по возможности, и мы это, в общем-то, к этому шли, район спальный достаточно большой будет. Сейчас уже там есть заселенные дома. Перед центром спортивной подготовки имени Риммы Баталовой. Конечно, наборную группу обязательно будем делать. И что хорошо, наверное, потому что в данной ситуации мы, допустим, многие родители просят привести детей вечером. Не все способны к 2 часам привести, не могут по каким-то обстоятельствам. Бабушек нет, некому привести, детей самих не отпускают. И очень много звонков было в школу, есть ли у вас группы в районе 6-7 вечера начальной подготовки. Но, естественно, мы как всегда говорили нет, потому что в это время у нас во всех залах занимаются группы спортивного совершенства либо высшего спортивного мастерства. А имея сейчас такое большое количество дорожек, залов, можно даже малый зал использовать верхний, конечно, наверное, вот очень хорошо, что мы сможем детей набирать еще и вечером. Лира Римовна, ну вот теперь, наверное, вас только ленивый не спросил. Вы провели экскурсию президенту России Владимиру Путину. Каково это было? Но вы сдержались, вы не волновались, олимпийские уроки пошли на пользу. Ну, наверное, волнение в любом случае есть, как у каждого человека. Это же... Но было не видно. Слава Богу. Первое, что могу сказать, во-первых, Владимир Владимирович имеет, мне кажется, такую какую-то ауру спокойствия. Он ее передает. То есть при нем хочется вести себя естественно, спокойно и также надежно. То есть для того, чтобы сильного какого-то волнения испытывать, мне кажется, даже не было таких потребностей. Как бы, вот, страха такого, конечно, не было. Ну и было о чем рассказать. Во-первых, при входе мы сразу остановились возле магазина спортивного, когда я ему сказал, что питерская фирма наша Inspiration Point, ребята вот буквально пару лет назад все это организовали, и у нас теперь на территории России есть своя фирма, которая производит всю линейку полностью. Если раньше мы использовали, допустим, ну, я имею в виду, скорее всего, наверное, для групп, конечно, высшего мастерства, но, тем не менее, и среднее звено использовала германские фирмы Альстар, Ульман, французская Приур, итальянская Негрини, английская Леонполь, китайская Ленинг. То сейчас мы полностью импортозамещение у нас произошло. Мы не нуждаемся теперь в импортном оборудовании или инвентаре. У нас это все теперь есть на территории России. Поэтому это, конечно, один из плюсов больших, и я Владимиру Владимировичу не могла это не произнести. Лира Римовна, ну и сам форум «Россия спортивная держава», я понимаю, может быть, вам все не удалось охватить, потому что у вас и центр открывался, и соревнования проходили. Но, тем не менее, вот вам, как человеку, который не первый десяток лет в спорте, в башкирском спорте, как думаете, насколько важным было мероприятие? Насколько вот оно было ключевым? Ну, тут даже правильных слов-то не подобрать, чтобы... Какой резонанс мы от него ждем? Мне кажется, это настолько яркое, сильное событие было, к которому готовились ведь не один день. Это же мы целый год готовились. В прошлом году, когда нам в Перми, да, или в Пензе? В Перми. В Перми.
в Перми произнесли, что мы будем хозяевами такого огромного форума. И причем прошло, вот я разговаривала со многими, на очень шикарном уровне. То есть настолько все было продумано, просчитано и ярко. Столько олимпийцев в одном помещении. В одном городе, действительно. Да, в одном городе. И не только олимпийцев, но и руководителей. Мне кажется, это какой-то определенный резонанс для нас еще на ряд лет вперед даст. И объекты ведь к этому тоже ведь стремились мы подгонять, правильно, строительство. Может быть, если бы не этот форум, чуть-чуть бы, может быть, попозже открывались, не было бы такой торопливости. А это ведь, насколько Ради Фаридович все это предусмотрел и смог в эти рамки завести и закончить строительство 3 объектов, просто фундаментальных объектов. Если я считаю, что центр фехтования такой шикарный, гребной слалом свой, говорят, да такого нет, да? То уж что говорить про центр борьбы, который многоэтажный и просто фундаментальный. Поэтому слава богу, что все это получилось. Мы молодцы. Ради Фаридович, конечно, в первую очередь, да. Лера Римовна, спасибо огромное вам, что, несмотря на всю усталость и все накопившиеся дела, вы пришли сегодня к нам в студию, поделились своими впечатлениями. Мы не могли вас не пригласить, чтобы пообщаться. Спасибо огромное. Мы желаем вам побед, успехов. Все только начинается. Спасибо. Дай бог, да. Спасибо огромное. Это была программа «Интервью». Спасибо, что были с нами.